Готовность номер 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Противостояние антиядерного движения в Казахстане Невада-Семипалатинск 40-летним ядерным испытанием приостановило военные эксперименты на Семипалатинском полигоне более чем на 10 месяцев. Проблема приняла положение равновесия. С одной стороны, привычная официальная политика «хочешь мира, готовься к войне, вооружайся». С другой – позиция народной воли «хочешь мира, готовься к миру, разоружайся». Так впервые в мире был объявлен и осуществлен односторонний народный мораторий на запрещение испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне.で、私たちの思いで言えば、今年アメリカとソビエトが核実験を停止する、また停止させるために国際的な運動を私たちは夏に向けて起こしたい、そういうふうに考えています。だから1990年で核実験を停止させる。Я уже 23 года работаю в Хиросимском отделении по движению по запрещению ядерных испытаний. Работаю с представителями самых различных стран и считаю все-таки моя личная убежденность, что в этом году Соединенные Штаты и Советский Союз должны прекратить все ядерные испытания, и поэтому цифра, которая должна появиться после тире, это 1990 год. Так, вашим 意見に賛成をもちろんしたいですけれども、政治の情勢もありますから数年はかかるかもしれません。ただし21世紀まで核実験が続けば間違いなく人類が滅亡すると思います。Я хотел бы присоединиться к мнению своего коллеги, но все-таки считаю, что по ряду политических причин, может быть, еще несколько лет и потребуется для того, чтобы прекратить ядерные испытания. Надеюсь, что это произойдет все-таки до начала 21 века. Страшной жертвой политики милитаризации стал 45 лет назад японский народ, принявший ужасы первой атомной бомбы. Ежегодно здесь, в Парке мира в Хиросиме, проходит церемония памяти жертв. Люди приходят сюда, чтобы вместе вспомнить о безвинно погибших, помолиться за умерших и живых, напомнить детям, что современная война – это безумие, после которой не остается ни добра, ни ненависти, ничего. Так же, как не осталось ничего от десятков тысяч так и не найденных жертв первой атомной бомбы, по сегодняшним понятиям, мизерной мощности в 15 килотонн. А шлейф той маленькой бомбы-убийцы тянется до сих пор. Вот и теперь, 6 августа 1990 года, в этот саркофаг опустили свежий список 167 имен умерших за этот год от последствий атомной бомбардировки 1945 года. В этот день и день 9 августа скорбит вся Япония. Вот скажите, пожалуйста, вы, наверное, пришли сегодня помянуть кого-то, своего близкого человека, да? Прошу вас, чтобы не было войны, не завоевались. Потому что вот именно невинные, они и вот погибают именно. Невинные погибают. Конечно. Война это страшная, потому что вот, именно невинные погибают. Вот моя свекровь, она вот потеряла 2 своих сыновей, и поэтому каждое лето она вот говорила, чтобы не было войны, и вот и тогда я, слушая вот ее, тоже плакала.
Вот эта маленькая хрупкая статуэтка девочки, это изображение печально знаменитой японской девочки Садако, которая умерла от белокровия в 12 лет. И с ее именем связана легенда о том, что девочка очень хотела жить, и поэтому она обратилась ко всем детям мира, чтобы они помогли изготовить ей 1000 журавликов, которые помогут ей выжить. Такова древняя японская легенда. И поэтому сейчас, в этот день, у этого мемориала, конечно же, очень много детей. Да, это памятник девочке, которая умерла от болезни из-за атомной бомбы. Спасибо. И такой вот вопрос к маме. Скажите, пожалуйста, вот вы сегодня привели своих детей. Это традиция, дань такая, или вот у вас есть свой какой-то смысл личный? 一般的にはやっぱり原爆に関する雑誌とか小説とか映画とかを通じての、はい。Да, у нас, знаете, вот, конечно, вот мы подробно научно, то есть о атомной бомбе не знаем, но все-таки, конечно, об ужасе мы хотим, чтобы они знали. И поэтому вот, через журналы, через кинофильмы, вот все мы хотим передавать. И вот, я думаю, довольно стараются у нас. Я первый раз в жизни вижу человека, которому больше 100 лет. Это я первый раз в жизни. Поэтому я считаю, что это тоже достопримечательность Хиросимы. Да, в Хиросиме и Нагасаки много что связано с памятью атомных бомбардировок. И этот дом – дом спокойствия и человеколюбия. Обитатели дома – престарелые люди, у которых атомная трагедия унесла детей и родных, оставила наедине с самим собой, отняла здоровье. Та трагедия осталась в памяти человечества чувством вины и долга перед ними. И потому, наверное, сегодня в Японии самый высокий в мире уровень средней продолжительности жизни – 81 год у женщин и 76,5 лет у мужчин. Они же пострадали, даже если радиацию не получили, но они получили моральную травму, вот, например, потерять детей. А вот все-таки прожить, как они считают, вот, кто, так сказать, кому они обязаны? Довольны ли они отношением своего государства к себе? 両方ですね、援助ねしてもらったからね、やはりこうしてね、被爆した人はみんな医療の方無料ですからね。だからあれがそう家が貧乏の家なんかはね、お医者さんね、とても行かれません。あんなにね、こんなに長い中へ生きとる思ったらね。Ну, я думаю, тоже здесь намного помогало государство, город, сам мэрия города Хиросимы. И у нас вообще очень дорогая медицина. Если живешь бедно, то невозможно получить вот обслуживание, медицинское обслуживание. И если не было помощи от государства, от правительства, тогда мы, конечно, не могли бы так жить. Ну, конечно, природная сила тоже, здесь тоже много говорится, но все-таки без помощи невозможно было бы так жить.
Еще раз хочу попросить показать наших собеседников нашего интервью. Мы уже говорили, что им достаточно много лет, за 70, за 80 лет. И я лично еще раз убеждаюсь в том, что действительно, когда мы говорим, что одна атомная бомба, сброшенная на Хиросиму, вызвала у всего человечества зов какой-то совести. И мы говорим о том, что человечество чувствует вину перед этими людьми. Поэтому я еще раз убедилась в этом. Эти люди, которые получили и глубокие, может быть, физические, и моральную травму после бомбардировки Хиросимы, сегодня они, конечно, об этом помнят, но и в то же время они, наверное, являются свидетельством, являются своей жизнью свидетельством того, что государство, правительство Японии старается, компенсировать тот ущерб перед своими согражданами, и они искренне благодарны своей стране. Сразу же, через 2 года после бомбардировки в Хиросиме, был образован крупный научный исследовательский центр радиологии и реабилитации. Здесь было взято на учет и принято на систематическое медицинское лечение 300 тысяч человек, пострадавших от бомбардировок. Сегодня в центре работает 1500 специалистов. Ежегодные затраты 4 миллиарда йен, это где-то более 20 миллионов рублей. Работы в институте ведутся совместно с американскими учеными и специалистами. Каждый год здесь обследуют около 20 тысяч человек. Проблема хибакушей, дословно человек, принявший на себя атомную бомбу, и вопросы влияния радиации на генофонд человека изучаются в центре самым тщательным образом. Были такие случаи в Хиросиме после бомбардировки рождения детей аномальных, таких уродов с недостатками? Были все-таки факты? В Хиросиме, в Нагасаки рождались дети с маленькими головами, несколько десяток детей рождались с маленькими головами. Но им уже больше 40 лет. Из них 24 человек, в Нагасаки, Хиросиме живут еще. В таком проспектах и в разных докладах мы печатаем, и всем специальным научным исследовательским институтам, смотрите, пожалуйста, во всем мире, мы посылаем. Такие данные, да? Такие данные. В то время, конечно, много секретов было, но сейчас такого нет, потому что Япония до 1952 года была оккупирована США, и поэтому в то время, конечно, так было. Но что касается нынешнего положения, наш институт переорганизован, и в финансовых аспектах, значит, половина. Половина доля американской стороны, половина японской. Средства, да, в которые вкладываются в работу этого института. Я просто хочу сказать, господин президент, даже, может быть, без научных данных можно просто чисто вычислить, что на территории Семипалатинского полигона взрывы велись 14 лет открытым способом, и было скинуто 168 бомб мощностью в несколько сот хиросимских бомб. Да, конечно, это да, вы правильно говорите. Но в отличие от Хиросимы и Нагасаки, это значит еще до сих пор долго продолжали загрязнение, и будет тоже надолго действовать, влиять. И поэтому, конечно, это вашему правительству это надо правильно, точно проверять, исследовать данные, дать.
Спасибо. Я думаю, что в этом вопросе, возможно, ваш институт тоже примет активное участие и поможет нам решить эту очень острую проблему. Сколько угодно мы хотим помогать вам, содействовать. Потому что ведь влияние бомбы, Семипалатинский полигон, Хиросима, Чернобыль, Невада, Моруруа, это же не может быть проблемой только одного народа, одной земли. Это проблема общей экологии нашей. Япония – страна, возродившая свои города из черной пыли смерти. Она много делает для того, чтобы первая атомная бомбардировка 1945 года осталась в истории человечества последней. Каждый год в Хиросиме и Нагасаки общественные организации Японии проводят Конгресс мира. Девиз нашего казахстанского движения «Невада-Семипалатинск» «Борьба за мир во всем мире начинается с собственного дома» стал самым популярным на последнем конгрессе в Японии, который проходил с 1 по 9 августа этого года. Мы приехали к вам с великим уважением, с великой любовью к вашей культуре, к вашему жизнелюбию, к вашей вере в будущее. Мы приходим к выводу, что необходимо уже планировать нашу деятельность, и есть такие основания для этого. Через 5 лет закрыть все полигоны на Земле. Остановить производство и распространение ядерного оружия по всей Земле и до конца нашего века полностью разоружиться. Мы надеемся, что центральное правительство в Москве примет, наконец, решение, которого мы добиваемся – закрыть полигон в Семипалатинске. Вы видели, как живут люди вокруг полигона. За 40 лет вот это население не получило ни рубля компенсации за ущерб, нанесенный. Сейчас, по данным наших медиков, каждый 3-й ребенок в районах, окружающих полигон, рождается или мертвым, или инвалидом. И вот даже в нашей делегации участвует Карипек Куюков, который родился без обеих рук, талантливый художник, и как бы ему необходимы были руки для его работы. И ответственность перед этими людьми, ответственность перед будущими поколениями, образ которых может исказить атомная бомба, атомная война, которая ведется уже 45 лет против человечества, эта ответственность заставляет нас бороться, не складывая оружие. Я приехал из далекого Казахстана и в Японии приехал первый раз. 私は東部カザフの地から日本に初めてやってきました。Я много раз слышал о Хиросима, Нагасаки, о вашей трагедии. Но здесь то, что я увидел, меня потрясло до глубины души. そして広島、長崎の悲劇について多くのことを聞いてまいりました。しかしながらここで私はより一層、心に深くその、悲しみを知りました。У нас в Казахстане испытания проводились в течение 40 лет. 私たちカザフの地では核実験が40年間行われ続けてきました。На конференции, как я сказал, что у меня нет рук, но у меня есть друзья. У меня нет рук, но у меня есть сердце, которое будет бороться. そして大会の会議の席で Я здесь вижу очень много улыбок, и я желаю Хиросиме, пусть она живет вечно. ここで私はたくさんの微笑みを見ました。そして広島が永遠にこの微笑みを持ち続けることを祈っております。 Ядерный мир, да здравствует жизнь на этой прекрасной земле. Послушайте небольшой отрывок из нашей песни, нашего движения. Вот этот жест нашего движения, безоружная рука. 私たちのミーティングでは常にこの歌をこういうふうに手を広げて、核のない世界ということを表現するために手を広げてこの歌を聴くことにしています。どうぞ立ってください。 Quiero
Полигон жойылсын, полигон жойылсын, полигон жойылсын, полигон жойылсын, полигон жойылсын, полигон жойылсын. Господин мэр, вот пользуясь случаем, я хочу вас поблагодарить вот за ваше участие в нашей совместной работе с японским телевидением. Телемост Алма-Ата, Семипалатинск, Хиросима, Нагасаки. Тогда вы сказали очень много хороших пожеланий нашему народу. Вот если можно поделиться, что бы вы хотели пожелать нашему правительству в решении очень сложных вопросов, связанных с Семипалатинским полигоном? Это и вопросы гласности, и вопросы реабилитации здоровья людей, которые пострадали от 40-летних вот испытаний. Потому что мы знаем, что Япония имеет уже большой опыт после трагических событий, бомбардировки 45 лет назад. Скорее всего, надо полностью запретить, то есть уничтожать атомные бомбы. То есть, во-первых, надо запретить испытания атомной бомбы. И вот научно исследовать то есть ситуацию вот Хибакши. Сейчас лидеры каждой страны пока вот они и вот оценивают, недостаточно оценивают силу то есть атомных оружий. Например, в Швейцарии, вот приняли закон вот, создать ущербы от атомной бомбы. В Финляндии тоже строят много таких убежищ от атомной бомбы. Но это ни к чему, вот такие убежища, это ни к чему. Государственные лидеры, политики, они должны изучать вот, ужасы, вот, страшную силу вот, атомных оружий, приехав в Японию. И скорее Невада, США, Семипалатинск, жители вот этих городов тоже, вот им тоже надо оказать помощь. Вот. Спасибо. Вот, кстати, если вы позволите, время наше истекло, на последний маленький один вопрос. Господин мэр, вы вчера встречались вот с лидером нашего антиядерного движения Алжасом Сулейменовым. И вы из этой беседы, наверное, знаете, что на сегодня в нашем движении зарегистрировано около 80 безнадежно больных детей, которые пострадали от радиации и врожденных аномалий. И советская медицина им бессильно помочь. И вот мы сейчас обращаемся к разным странам за помощью. Сегодня один ребенок находится на излечении в Израиле.
Двое детей в Южной Корее. Вот такой вопрос. Могла ли, так сказать, мэрия города Нагасаки включить на перспективу вопрос о помощи вот этим детям, хотя бы нескольким? Сразу я не могу отвечать, сразу не могу отвечать на это, но я хочу в дальнейшем тоже вот об этом обсуждать, и что вы в будущем. И поэтому скажите, пожалуйста, к кому обращаться в дальнейшем, с кем связываться. Пожалуйста, оставьте мне, пожалуйста, координаты. Вот с кем мне надо вот советоваться. Первое знакомство японского народа с нашим движением Невада-Семипалатинск началось через телемост Алмата-Хиросима. Тогда нас соединял спутник доверия и взаимопонимания. Во время наших встреч уже в Японии проблема Семипалатинского ядерного полигона становилась общей. Японские люди предлагали свое сочувствие и поддержку, конкретную помощь. Так, префектура Хиросимы рассмотрит вопрос о включении в программу Международного центра здоровья Хибакуши возможность оказания помощи больным региона Семипалатинского полигона. По инициативе сотрудников телекомпании Хиросимы RCC состоится сбор средств для приема казахстанских врачей на стажировку в радиологический центр Хиросимы. В дни работы Конгресса жители Хиросимы и Нагасаки предлагали нашему движению личные пожертвования и профессиональные услуги. Честно сказать, такого участия и сострадания к людям Семипалатинского региона мы еще не так часто встречаем у себя в стране, какой было встречено в Японии за эти несколько дней. Здесь мы нашли много сторонников и идеи нашего движения Невада-Семипалатинск о создании Всемирной антиядерной организации. Итак, заканчивается конгресс в городе Нагасаки. Сейчас я хочу вас познакомить с очень популярным на этом конгрессе человеком. Это всеми уже любимая Жанет Гордон, известная вам по Алматинскому международному конгрессу избирателей мира против ядерного оружия. Пожалуйста. While we have been here in Japan, when we were in Hiroshima, I received word that compensation legislation for my downwind people has passed the U.S. Congress. Разрешите также мне сказать о одном очень важном событии, которое произошло в то время, когда я прибыла сюда, в Японию, с визитом. Закон о компенсации жертвам ядерного оружия и также, так сказать, вещей, которые связаны с производством, с испытаниями и так далее, над которым она работала в течение длительного времени, был принят Сенатом. Да. Он касается не только даунвиндерсов, подветренников, но также и шахтеров, что очень важно для нашей страны. Почти 11 лет она потратила на то, чтобы этот закон был принят. I hope that Nevada Semipalatinsk movement doesn't take so long to get help for your victims. Она говорит, я надеюсь, что это не потребует столько много времени у вас, чтобы сделать это такой же закон аналогичный для жертв или людей, пострадавших от ядерной. I think now it is easier for us all to move faster as each country makes a success to help victims. It helps world victims. Она говорит, что это будет, с ее точки зрения, существенно более простые возможности действовать в каждой отдельно взятой стране, если мы будем работать эффективно у себя дома и обмениваться опытом. And we will work together to find assistance for the specific victims in your country and in my country.
medical help. Я просто хочу добавить к тому, что она сказала, что уже велись переговоры с мисс Гордон, а Алжас Сулейменов вел эти переговоры о том, чтобы осуществлять помощь и поддержку нашим хибакушам с ее стороны, а также все процедурные организационные вопросы по созданию фонда помощи хибакушам. Она сказала, что она сделает все от нее зависящее для того, чтобы и мы окончательно достигнем прекращения ядерных испытаний. Будем надеяться, спасибо. А сейчас я хотела бы вам представить делегацию из Китая. Мы с вами являемся соседями по территории. We are neighboring countries. And our republic in neighborhood. Полигон китайский находится близко к границе Казахстана. And your test site is located just nearby the border of the Kazakhstan. Поэтому, конечно, нам не безразлична деятельность вашего полигона Лопнор. Как вы считаете, реальна ли такая возможность, чтобы, например, в Казахстане находилось представительство вашего движения, а в Китае, в районе полигона, находилось представительство нашего движения, и наши движения могли бы объединиться непосредственно против полигона в Симпалатинске, непосредственно против испытаний на полигоне Лопнор? Personally speaking, I'm very much interested in... Со своей личной точки зрения, он очень поддерживает это предложение, считает, что оно представляет большой интерес. Но для того, чтобы оно могло быть каким-то образом реализовано, ему необходимо это предложение в письменной форме обсудить с представителями руководства их движения. 我们总的态度是，我们主张在当前的形势下，世界获得和平组织 strengthen our mutual understanding, mutual compact, mutual understanding. Моя идея состоит в том, что необходимо осуществлять взаимоприемлемые контакты между различными организациями и движениями, действующими в разных странах, и чтобы это было некое ну, когда концерт идет, вот как сказать, когда дирижер работает, совместная, вот так скажем, деятельность. 我要借这个机会，请你们转到我们中国人民对苏联人民的友好感情，转到我们中国人民对你们这个地区的人民群众的友好感情。Сказать несколько слов казахским людям, живущим возле полигона и вообще в Казахстане, и выразить им глубокую благодарность, что ли, я вот не знаю, как даже. Видимо, сочувствие. Сочувствие и поддержку, вот так вот. И также глубокую, в общем, глубокую симпатию к тем людям, которые пострадали и являются жертвами. Спасибо большое. Thank you. Kia ora, my name is Sid Jackson. Его имя Сид Джексон. I am from Aotearoa, which is known more commonly as New Zealand. Он из Aotearoa, это то, что более всего известно как Новая Зеландия. The American Indian, the Canadian Indian people, the people of French Tahiti, who of course are victims of the French nuclear testing. Я представляю не мой один народ, а я представляю народы многих островов, живущих в Тихоокеанском регионе, включая французскую Полинезию, Таити и другие острова. We also represent the Aboriginal people of Australia, who were the victims of British nuclear tests that were conducted in their country, as well as other islands who've been the victims of British tests. Okay. Что касается первых упомянутых народов и островов, они пострадали в основном от французских испытаний. А вот тоже он является представителем аборигенов, живущих в Австралии, которые и на прилежащих островах, которые пострадали от испытаний, проведенных Британией. Но в первую очередь я хочу сказать, что нельзя разделить вот в этом Тихоокеанском регионе борьбу против ядерного оружия, ядерных испытаний с борьбой против колониализма и борьбой за независимость. We are small nation states. We don't have large populations. Мы маленькие нации, у нас не очень большое население. And therefore we have been the victims of tests carried out by Britain, America, and French. And because we are powerless, that will continue.
Поскольку мы маленькие, но тем не менее, так сказать, у нас есть жертвы, которые пострадали от взрывов, сделанных другими странами, то есть Америкой, Францией, Британией. Но мы тем не менее пытаемся бороться против этих испытаний. So it's important, therefore, that we join up with the international struggle. Для нас является исключительной важностью и значением возможность объединить свои усилия с международным движением. Сейчас мы уже, можно сказать, прощаемся с Японией. Завтра самолет в дорогу. Поэтому, конечно, очень много впечатлений. Я хотела бы членов нашей делегации поделиться основными итогами этой конференции, конгресса, который прошел в Японии. Вот этот год, это год открытия Семипалатинской трагедии. Трагедия региона, в который включаются несколько областей казахстанских и российских. И поэтому сейчас у них появилось вот такое стремление помочь нам, помочь так, как они помогают Чернобылю. Здесь на конференции сейчас Карипек знает, принято решение о создании Международного союза хибакуши, то есть пострадавших от ядерных испытаний, от ядерных бомбардировок, от производства ядерных материалов. Вот, международный союз такой, куда войдут и японские хибакуси, и вот семипалатинские хибакуси, и Соединенных Штатов Америки, из Полинезийских островов, из Австралии, то есть всюду, где производились испытания и производство этих материалов. Вот. И при нем будет создан Международный фонд помощи. И кроме того, в эти дни, когда мы здесь находились, очень радостное событие произошло вот в стане наших коллег американских. По их настоянию все-таки Сенат принял билл о правах пострадавших от ядерных испытаний в Неваде. Вот такой закон, вероятно, нужно принимать и нам в Советском Союзе. И я постараюсь такую инициативу проявить в Верховном Совете СССР. Вот. И скоро, как Майра Жангелова говорила сейчас, японский парламент примет закон о хибакусе. Алматинский конгресс позади, японский конгресс позади. Очень много, значит, интересных результатов. И какова, так сказать, ближайшая программа вот нашего движения? Но мы продолжаем работу по созданию этого Всемирного антиядерного союза избирателей и законодателей с региональными центрами в Советском Союзе, в Западной Европе, в Америке и в Азии. И поэтому вот на ближайшее время, так как времени просто нет, и затягивать этот вопрос нельзя, в ближайшее время по приглашению антиядерных организаций из других стран мы должны побывать в Латинской Америке, в нескольких странах Латинской Америки. Это на август программа, в сентябре в Западной Европе, Франция и Англия. В октябре у нас Ближний Восток. А ноябрь – это турне, большое турне по Америке, встречи со всеми организациями и коалициями антивоенных организаций в Восточных Штатах и в Западных Штатах Америки. И мы надеемся, что где-то к январю, когда состоится конференция по полному запрещению испытаний в Нью-Йорке, уже будет определенная атмосфера создана в мире навстречу этой конференции, вот, которая может повлиять, благотворно повлиять на ее результаты.
Печальная история человечества, связанная с разрушительной силой атома, начинается на древней японской земле. Все эти 45 лет от первого атомного взрыва в Хиросиме до 1000 килотонн испытанных зарядов в Неваде и Семипалатинске люди несут бесчисленные потери. Более 20 миллионов человек на Земле погибло и пострадало от военных ядерных экспериментов. Миллиарды средств затрачены на производство страшнейшего оружия. А вместо этого глухая стена недоверия и отчуждения между людьми, народами и странами. И только теперь, вступая в последние десятилетия XX века, человечество пробуждается от холодного оцепенения и, обращаясь в будущий век, с надеждой на лучший мир.